На расширенном заседании правительства республики первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев прокомментировал сообщение об угрозе терактов в ингушских школах. Он призвал жителей республики сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Евлоев заверил, что правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Годовая инфляция в Ингушетии в октябре снизилась до 8,1% после 8,8% в сентябре. Этому способствовало расширение предложения отдельных товаров и услуг. Среди продовольственных товаров цены на мясопродукты выросли заметно меньше, чем годом ранее. Из фруктов в октябре медленнее дорожали груши, виноград и бананы. В сегменте непродовольственных товаров эксперты регионального отделения Банка России отмечают замедление роста цен на кирпич, древесно-стружечные плиты и цемент. На снижение инфляции в сфере услуг в октябре внесло вклад расширение туроператорами предложения пакетных туров в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты в осенне-зимний период. 385 произведений живописи и графики грузинского художника Вахтанга Валерьяновича Дугладзе передала в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии дочь художника Марьяна Воронкова. Среди переданных работ многочисленные пейзажи, портреты и натюрморты. Церемония передачи ценных картин проводилась специалистами Московского музея современного искусства на площадке музея-мастерской Зурабы Церетели. Правительством подготовлено распоряжение, которым утверждается новый план мероприятий. Дорожная карта по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы. Она направлена на системное расширение инфраструктуры, обеспечивающей выпуск необходимой продукции и услуг для детей младшего возраста и подростков. Документ обеспечит достижение доли российских товаров для детей на внутреннем рынке в 50% к 2030 году, а объем производства непродовольственных товаров к этому сроку превысит 982 миллиарда рублей. Госдума планирует увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО у водителей с нынешних 800 до 5000 рублей. Инициативу поддержали правительство, МВД и участники рынка. По данным Российского союза автостраховщиков, около 10% водителей в России сейчас не страхуют автомобиль. Штраф повысят впервые за все время существования обязательного страхования, то есть с 2002 года. Новая сумма наказания будет совсем немного не дотягивать до средней стоимости полиса. Правительство России поддерживает законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотин-содержащей продукции. Депутаты предложили по аналогии с алкоголем установить уголовную ответственность за повторную розничную продажу несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотин-содержащей продукции или сырья для их производства, кальянов и устройств для потребления никотин-содержащей продукции. Госдума рекомендовала Росстандарту разработать и утвердить национальный стандарт «Туризм семей с детьми». В стандарте должны быть прописаны основные требования к организации такого отдыха, в частности, к инфраструктуре, оснащению объектов спецоборудованием и инвентарем, безопасности услуг. Как отметили в Госдуме, социальный туризм даст возможность на отдых прежде всего семьям с детьми, у которых сегодня зачастую нет лишних средств на путешествия. В условиях курса России на поддержку демографии и стимулирования рождаемости это очень важное законодательное решение, чтобы такой туризм у нас появился, отметили в Госдуме.